Прогулка по лесу всегда сопровождается интригой. Кого же можно встретить в этих местах? Предлагаем познакомиться с истинным хозяином леса– лосем. Лось– уникальное животное со многими интересными особенностями. Сахатым лося прозвали из-за того, что форма его рогов напоминает саху– сельскохозяйственный инструмент. В России живет примерно половина всей популяции этих животных– около 730 тысяч особей. При длине тела до 3 метров они могут быть выше 2 метров в холке. Средняя продолжительность жизни лося 15-18 лет. Вес крупных лосей нередко превышает 600 кг. В отличие от своих родственников оленей, лоси ведут отшельнический образ жизни и не образуют стада. Несмотря на медленные движения и добродушный нрав, лоси иногда могут становиться весьма агрессивными и двигаться на удивление быстро, если их разозлить или напугать. Официально подтверждено, что при беге они могут развивать скорость до 56 км в час. Слух и обоняние у лосей великолепные, а вот зрение слабое. Если человек не будет двигаться, лось может не заметить его на расстоянии 20-30 метров. У всех лосей есть кожистый вырос на горле, довольно заметно визуально, так как в длину достигает 30-40 см. Обычно его называют серьга. У лосей рога являются крупнейшими в мире, и весят они до 20-30 кг. Рогами могут похвастать только самцы, у самок их нет, но на зиму от рогов избавляются самцы, обычно в ноябре-декабре, и обзаводятся ими заново только в апреле-мае. У лосей очень чувствительный нос, поэтому часто волки, нападая, хватают их за эту часть головы, тогда лось уже бывает не в состоянии обороняться из-за парализующих их сил и воли. Из-за своих длинных ног лось не может напиться из водоема, попросту наклонив голову. Чтобы дотянуться до воды, ему необходимо либо согнуть передние ноги, как бы опустившись на колени, либо зайти в воду. Лосиные копыта интересны тем, что они заострены с переднего края. Они представляют собой грозное оружие, и лось способен дать отпор даже медведю или стае волков, одним ударом пробив врагу череп или распоров брюхо. Летом из-за жары лось предпочитает вести ночной образ жизни, а зимой – дневной. В жаркую летнюю погоду эти животные обожают купаться в реках и озерах. Лоси отлично плавают, причем могут плыть со скоростью до 10 км в час. Лоси даже могут нырять и задерживать дыхание до 30 секунд, и иногда лоси лакомятся водными растениями. Несмотря на то, что они являются травоядными, при случае они охотно лакомятся и грибами. Первыми на людей эти животные нападают очень редко, в основном в период гона или при защите потомства. Благодаря длинным ногам лось легко передвигается в сугробах, а от лютого холода его спасает теплый мех. В брачный сезон самцы лосей, соперничая из-за самки, нередко устраивают поединки, порой заканчивающиеся смертью одного из них. Почти всегда самки рожают всего одного детеныша, но изредка приносят и двойню. Уже через пару минут после рождения лосята могут вставать на ноги, а через 3 суток начинают свободно передвигаться. Молоко лосей сходно по вкусу с коровьим, но оно более жирное и менее сладкое. Крупный, благородный хозяин лесов – лось, которого обходит стороной даже медведь. С древних времен он был предметом культа и поклонения. Лось – самый крупный представитель в семействе оленевых. Он также является самым высоким после жирафа копытным животным. Но если жираф достигает такой высоты за счет длины шеи, то лось – истинный великан.